Скучали? Меня зовут Ярхамов Ильнур, и мы вам рассказываем о важных событиях для татар России. Сегодня мы вам расскажем о сибирских этномиссионерах. Да, к сожалению, есть и такие. Национально-культурная автономия сибирских татар Тюменской области, которую возглавляет Фусия Марганова, вместе с духовным управлением мусульман азиатской части России, муфти которого Нафигула Аширов, выпустили проповеди на сибирско-татарском языке. Сообщается, что проповеди переведены с русского и татарского языков. Сборник адресуется имамам мечети, мулам и всем мусульманам сибирским татарам. А вот, кстати, и любопытная фотография. Слева это Максим Сагидуллин, посередине Фусия Марганова, а справа представитель Всемирного конгресса татар Тюменской области Ринат Насыров. Мы хотели бы остановиться подробнее на личности Максима Сагидуллина, о его, можно сказать, капитальной этномиссионерской деятельности. Сибирско-татарская активистка Гульсифа Бакиева рассказывает, что процесс возрождения сибирско-татарской культуры, начавшийся в 1980-х годах, инициированный академическими кругами, музейными работниками и краеведами, к 2000 годам несколько угас. Но с 2010-х годов сибиро-татары получают импульс благодаря Максиму Александровичу Сагидуллину. Это именно он разработал грамматику современного сибирско-татарского языка, словарь и фонетику. Есть мнение, что сибирские этномиссионеры для разработки своего искусственного сибиро-татарского языка взяли таболо-иртышский диалект. При этом пренебрегается значимость диалекта заболотских, барабинских, новосибирских татар. Как вы понимаете, уместнее вообще говорить не о сибирско-татарском языке, а о Максимо-Сагидуллинском языке. Мы полистали эту книгу «Вагазлар. Проповеди». Внимательно ее изучили. Поправьте меня, филологи, более сведущие в лингвистике, но мне, как знающему татарский язык, кажется, что Максим Сагидуллин просто решил ограниченный набор звуков в татарском языке передать максимально оригинальной и вычурной графикой, все также оставаясь в пределах кириллицы. И что это? Попытка создать не похожий на татарский искусственный язык? А кто курирует деятельность сибирского этномиссионера Максима Сагидуллина? Хочу поблагодарить башкорт туганнарыбызны за поддержку нашего движения, нашей работы, наших идей и начинаний, за моральную действительно поддержку. Потому что вот вы нам советуете, мы с вами разговариваем. Да, только что вы услышали, как Максим Сагидуллин выразил акт послушания и благодарности своим начальникам, башкирским этномиссионерам, а куда ж без них. Связь между башкирскими и сибирскими этномиссионерами мы проследили и через активиста национально-культурной автономии сибирских татар Фархада Шамурадова. Вот, например, 18 июня этого года Фархад Шамурадов встречается с радикальной башистской и по совместительству с руководителем автономной некоммерческой организации «Хомай» и одним из членов проекта «Исторический Башкортостан» Сальфией Узянбаевой. А вот Шамурадов встречается с башкирским ассимилятором татар северо-запада Башкортостана Сазатом Ярмулиным. А здесь Фархад Шамурадов встречается в каком-то подпольном гараже с главным башкирским этномиссионером всей Руси Салаватом Хамидуллиным. Как видите, против единства татарского народа по всей России идет планомерная и системная работа. Ассимиляторы щупальцами окружают наш народ. В Татарстане появился новый детский омбудсмен, то есть защитник прав детей, Ирина Волынец. Ее личность, поступки, в том числе и некоторая политическая активность, у нас не может не вызвать некоторые вопросы. Кандидатуру Ирины Волынец утверждали депутаты Госсовета Татарстана. Сделали они это, конечно, с издевкой. Издевка была ехидной, а вопросы Волынец задавались самые прямые, каверзные, попутно раскрывались ее экстравагантные виражи в биографии.
Вот, например, какие вопросы задал Ирине Волынец депутат Госсовета Рамиль Тухватуллин. Мы знаем вас как действительно достаточно популярного человека. Мы знаем вас как ваше решение баллотироваться на пост президента Российской Федерации. Также, исходя из ваших публикаций, мы знаем, как вы рьяно боролись за преподавание татарского языка в школе. Ну и вот, к сожалению, который, значит, никак не могу забыть ваше участие в этом злачном программе Николая Фоменко, где все-таки вы, ну, видимо, своим решением снимали топлес. Это все в открытом доступе, это могут открыть как взрослые, так и дети. Но, по моему мнению, это, в общем-то, никак не сопоставляется с моральными, нравственными какими-то устоями. Как вы прокомментируете вот то, что я сказал, два последних, вот, скажем, события, которые были в вашей жизни? Спасибо большое. Да-да, Ирина Волынец отметилась не только своим участием в неоднозначном шоу Николая Фоменко «Империя страсти». Она активно выступала против татарского языка в школьном образовании. Впрочем, эту историю депутаты Госсовета еще раскроют сполна. Что же Тухватуллину ответила Ирина Волынец? Да, Рамиль Чингизович, как член профильного комитета Общественной палаты Российской Федерации, я поддержала идею о том, что, конечно же, нам необходимо вводить особый контроль за средствами массовой информации. И на протяжении последних лет в этом направлении сделано уже достаточно серьезное продвижение. Что же касается... Ну, то есть логику мадам Волынец вы уловили, да? Она нам рассказывает, что активно работает в направлении контроля за интернетом, за распространением информации. Ну, понятно, какой информации. Ну да, конечно, нужно добиться, чтобы в интернете удалили неприятную ей видеозапись с той самой передачи, где Волынец голая. А что по поводу татарского языка? Слушаем. Что же касается позиции по преподаванию родных языков, будучи наполовину татаркой, когда я сама уже стала мамой, я поняла, конечно же, что, зная родной язык, можно добиться в жизни гораздо большего. Более того, сейчас, будучи матерью 4 детей, я поняла, что на примере своего младшего ребенка, это мой сын, который искренне расстроился, когда пошли разговоры о том, что в школе не будет татарского языка. Он отличник круглый и говорит по-татарски, и любит этот язык. И мне бы хотелось, чтобы язык своих предков он знал в совершенстве. Я считаю, что предложение президента Республики Татарстан о том, чтобы следующий год, 2021 год, стал годом родных языков и национального единства, полностью поддерживаю и считаю, что сохранение культуры предков, наших корней – это залог процветания не только нашей республики, но и нашей большой, великой, многоконфессиональной, многонациональной страны. Именно на этом она держится. Спасибо. Откровенный упрек и прямое замечание Ирине Волынец сделал депутат Госсовета и земляк Митимера Шаймиева Азат Хамаев. Вопрос такой. Здесь в раздачных материалах нет ваших данных, вашей биографии. Это во-первых. И во-вторых, язык не бывает половинчатым. Может, половинчатые люди бывают там разных национальностей. Поэтому язык татар-тілі бар, рус-тілі бар. Он не половинчатый. Есть алфавит и, значит, у каждого этого языка. Поэтому это вот типа замечание. Пожалуйста, объясните вашу позицию по отношению к тому, что вы сегодня должность уполномоченного права детей, это публичная должность. И вы должны знать минимум 2 языка на этой должности. Да, Азат Киямович, я с вами полностью согласна. Более того, в детстве я практически без акцента разговаривала на татарском языке. Нет, сегодня мы имеем в виду. Сегодня я полностью с вами согласна, что каждый представитель власти должен разговаривать на 2 языках. Причем это не только обогащает наш язык, но также, конечно же, обеспечивает взаимодействие с населением нашего региона. Рахмат. Ну, такой комментарий депутата Госсовета Олега Коробченко у нас не может вызвать улыбок. А какой в нем, интересно, намек? Оцените. Ирина Владимировна, очень хорошо, что вы мама 4 детей. Я так думаю, наверное, от одного папы. Вот у меня 5 от одной мамы, да.
Татарский писатель Ркаил Зайдулла продолжил тему, поднятую Рамилем Тухватуллиным по поводу того, как Ирина Волынец относится к татарскому языку. 5 лет назад вы опубликовали статью под названием «Насильно ратным не будешь». Позвольте процитировать отрывок, начало даже. Вот. Ваш муж разговаривает с вашей дочерью. «Папа, помоги мне сделать уроки по татарскому». Отец: «Извини, малышка, ничем не могу тебе помочь. Я русский. Татарский я не знаю и знать не хочу». Малышка говорит: «Но мне же поставят 2, я ничего не понимаю». Отец отвечает: «По татарскому я тебе разрешаю получить даже кол, да хоть за четверть. Вообще можешь на него не ходить, я разрешаю». И дальше в этом же духе я, как опытный литератор, замечу, что у вас есть определенные литературные способности, особенно в жанре пасквиля. Собираетесь ли вы продолжить литературную деятельность в качестве детского омбудсмена в этом направлении? Да, Ракаил Рафаилович, я думаю, что вряд ли будет хватать на это времени, и ваше замечание только подчеркивает важность нашей задачи. Но мы хотели бы особое внимание обратить к вопросу, поступившему от старейшего депутата Госсовета Марата Галиева. Вопрос очень важный. Он касается не только раскрепощенного прошлого Ирины Волынец, но и, можно сказать, ее будущего на посту детского омбудсмена. Вы позиционируетесь как правозащитник наряду с другими вашими профессиями и так далее, и деятельностью. У вас, как правозащитник, какой-то опыт, наверное, есть. Не могли бы вы какой-нибудь пример сказать, когда вот как по именно функции правозащитника вы где-то обозначились? И потому что эта должность по защите прав ребенка, эти качества, в принципе, нужны. Пример не можете привести? Да, здравствуйте, Марат Гадеевич. Конечно же, очень обширный опыт правозащитной деятельности, и в первую очередь эти случаи связаны с необоснованным отбором детей у родителей в тех случаях, когда это отобрание, а именно так называется этот термин на юридическом языке, когда оно было необоснованным. И, конечно же, очень часто по причине низкого материального благосостояния, либо потому что семья оказалась в какой-то иной сложной жизненной ситуации, органы опеки, бывает такое, что превышают свои полномочия, и, конечно же, мы вернули достаточное количество детей в родные семьи. То есть, по факту, ни на один поставленный вопрос депутатами Госсовета Ирина Волынец не ответила. За ее назначение проголосовали 74 депутата. Против были 6 депутатов, а 4 депутата воздержались от голосования. Ну что ж, у Ирины Волынец теперь есть начальство в лице руководства Татарстана. Работать против татар нашей республики, как она делала раньше, ей теперь без карьерных последствий не дадут. Очевидно, что она станет раздражающим фактором для татарской общественности. Свое возмущение ее кандидатуры уже высказало татароязычное родительское сообщество. Нужно ли каким-то образом разным общественным организациям, да и вообще простым гражданам взаимодействовать с Ириной Волынец? Да, конечно, обязательно. Зачем сотрудничать с Ириной Волынец? Да чтобы показать, насколько она некомпетентна в области реальной защиты прав детей и семей у нас в Татарстане. Пусть попотеет на этом посту. А предшественницу Волынец на этом посту Гузель Удачину мы вспоминаем добрым словом и благодарим ее за проделанный труд. Возвращаемся к теме сибирских татар и татарского языка. На прошлой неделе 66-летняя жительница Омска Люция Тимофеева получила удар по голове за то, что в маршрутке разговаривала по телефону со своей родственницей на татарском языке. Вот как описывает эту ситуацию сама Люция Тимофеева. Таковой, как сказать, я вот села вот из-за этой бабушки у нас, у нее деменция, она уходит из дома. И у той старушка тоже так. Мы с ней, она вещи потеряла, пришла раздетая в воскресенье. Об этом разговариваем.
А так я не люблю вообще, и в автобусах не люблю вообще так говорить. И тут это сам по плечу, я вот так вот сижу, второй ряд от водительского места, к окну вот так вот села и так разговариваю. Вот этот телефон. По плечу. Или заткнись, говорит, или разговаривай по-русски. А так поворачиваюсь и вижу, что наш Садоводский. Иди, ты сказала, и дальше, ну, думаю, сейчас попрощаюсь, все уже. Как стукнет вот этим вот так вот. Вот. Ошмятины. Я просто опешила, ну сильный удар такой получила. Поворачиваюсь, я говорю, я же в милицию говорю, обращусь, он хочет продолжить, но и обращайся, типа, может еще, типа, ну это я не слышала, вот эта соседка, говорит, он говорит, что сказал, вы сейчас еще здесь начнете Аллах Акбар, да все такое. Аллах Акбар, да? Аллах Акбар, я замолчала, думаю, я испугалась, конкретно испугалась, вижу, какой он здоровый. Если я еще слово скажу, он меня уроет. Я чувствую, что он прямо вот продолжить хочет. Он вошел только во вкус. Ему нравится это уже. Заявление в полицию от омской татарки приняли. Сейчас идут следственные мероприятия. Пытаются выяснить, что за мужчина поднял руку на бабушку. Следствие немного блуждает. Изначально Люция Тимофеева подумала, что ее ударил человек, знакомый ей по садовому товариществу. Мужчину полицейские уже допросили. Как оказалось, то, о ком подумала Тимофеева, имеет железное алиби. Родственники омской татарской бабушки уже передали этому человеку, что обознались. Следственные действия в Омске продолжаются. Мы очень надеемся, что негодяй и мерзавец, поднявший руку на бабушку, разговаривавшую на татарском языке, будет наказан по всей строгости закона. Хотим обратиться к нашим подписчикам. Расскажите о нашем видео и вашим друзьям. Я Ярхамов Ильнур, блогер и журналист. Мою страничку в соцсетях вы можете найти без проблем. Если вы сталкивались с дискриминацией, с оскорблением только за то, что вы татарин или татарка, за то, что вы разговариваете на татарском языке, то обращайтесь к нам. Татары достойны защиты своей чести и достоинства.